по углам. Одно из главных событий этого вечера, как по мне, возможно, даже самое интригующее. Здесь возможны все варианты. Данилов против Худайбергенова. На самом Легкий деле, вес. прости, я перебиваю, просто хотел возразить. Последние 3 боя, мне кажется, Все, очень конкурентные. я Да, и я вот их прям всех жду сейчас. Тоже думаю, что этот прям здоровский, потому что знаю обоих ребят, Но Ой, это как сразу минимум же Иван Данилов запланировано. побежал бороться и напропускал. Ой, хороший размен. Иван Данилов попадает плотным джебом. Худайбергенов! Вот это Упал Иван да! И Данилов, это и, все по-моему, должно быть. Данилов нет, хватает пытается он выхватить руку. Да, не сдается, выходит, но жестко его потрясло, я тебе так скажу. Он просто сразу рухнул там в углу. Да, кровь Такой из носа. мощный удар от Худайбергенова. И, видимо, только, знаешь, вот эта молодость, она помогла ему. Потому что не пробитый боец помогла Может ему, восстановиться после прийти такого. в себя, но очень много урона он уже потерпел. Сразу, представьте, проходит 40 секунд боя, а лицо уже разбито и окровавлено. Да, Худайберген, вот он, опытный волк. да, как я и Лоу-кик. говорил, баночка-то у него гуляет. И Может смотри, он как вырубить. спокойно работает он, продолжает. Никто не собирается сейчас форсировать. Он понимает, что на встречных курсах, наверное, с молодым парнем, который так быстро восстановился, смысла нет. Данилов пытается пробивать по корпусу. Пока Да, все вроде это бы блок. восстановился, но при этом, я думаю, что и Худайбергенов тоже, он не то чтобы много сил потерял. Вот опять хороший панч. Ну, с дальней руки, прямой, хорошо прям залетает. Опять отгоняет Данилова. Ивану, по-моему, остается только работать ногами. Ну, вот, с дистанции. Он не может найти себя. Ну да, опять же, только начало боя. Сейчас максимально оба заряжены. Возможно... Ой-ой-ой-ой-ой! Ноги зашатались под Иваном Даниловым. Еще один мощный удар от Худайбергенова. Но как бывает с молодыми, он пытается в тот момент, когда соперник почувствовал запах крови, сам проявить инициативу. И лишь бы это не сыграло с ним злую шутку. Да, Данилов. Да, Худайбергенов ушел с линии атаки и тут же выпросил опять правый прямой. Худайбергенов очень хладнокровно ведет бой. Очень выверенно. Рустем прям, я вижу, что заряжен. Ой-ой-ой, красивая удар в вертушка. ворота. Да, мы ждали, что это бой будет очень И крутым. опять. Да, хороший размен. Будто бы Иван немножко пришел в себя, но не стоит ему точно идти в размен сейчас с Рустемом. Ой, опять. Опустил. Прям слышно было здесь. Мощно работает Худайбергенов. На руках очень опасен. Может быть, свою дистанцию нащупал. Готов работать вторым номером. Данилов первый раунд пока складывается для него не лучшим образом. Слева. Да, Кик тяжелый вдогонку. удар он пропускает. И у Рустема, я так понимаю, что как раз татуировка какого-то кинжала на руке. Прям, да, протыкает он своими руками защиту Ивана. Ой, какие жесткие панчи. Да, впечатляет. Слушай, ну у Ивана характер есть. Не сдается, идет вперед после такого начала тяжелого. Парень все еще продолжает драться. Сейчас хорошо попадает, переводит. Вау! Да, это слэм. Амплитудный бросок. Оказывается, сверху. Иван Данилов неплохо борется. Сейчас посмотрим, что у Рустема с борьбой. Но есть зацеп. И вот за счет этого пытается выбраться. Да, Да, пытается отбросить теперь Худайбергенов. берет хафгард, но все еще Иван сверху. Да, одна нога пересаживается дальше в гард, уже успевает. В маунт, Да, забирает Худайбергенов. спину. И сейчас, да, непростая ситуация для Рустема. Нужно ему скидывать себя со спины соперника, но Иван вроде хорошо держится и пытается растягивать руку Рустема. Ой, хороший О, локоть! какой локоть Но залетел. Рустем, да, Да, он переворачивается и сам зал оказывается. ревет, потому что Гард вот этот закрытый. бой реально заслуживает места в мейн-карде турнира Найза 59. Тяжелые удары сверху. Иван встает, успевает, и бой опять в стойке. Мощный первый раунд выдают бойцы. Да, очень насыщенный. Абсолютно все мы успели увидеть. Под разными углами выбрасывает удары. И вот будто бы сейчас Иван тоже зацепил Рустема, но у Рустема покерфейс остается, как будто ни царапины на лице у него нету. А вот лицо Ивана, конечно, требует работы Катмана, потому что выглядит, конечно, чуть... Но это результат жестко. первых 40 секунд, да? Но я вам обещал, что бой будет крутым. Вот, собственно, мы им получили. Друзья, меньше 30, да, около 30 секунд до конца первого раунда. Удар с разворота. Я, знаешь, Его не- прочувствовал. Я не могу Худайберген. сказать, что бой точно зайдет во второй, потому что настолько ребята рубятся.
Хорошо, я вот сейчас вижу... Но Кудайбергенову точно есть вот эта нокаутирующая мощь. Одного удара может хватить, чтобы соперник рухнул в беспамятстве. Это точно. Да, я слышу, как Жуман Жумабеков, который должен комментировать этот бой, уже не сдерживается и просто кричит подсказки Рустему. Да, потому что комментируют другие. В этот момент Данилов двоечка. Пытается Данилов достать ногой. Очень тяжелый раунд для Данилова. И этот раунд заканчивается. Гематома под глазом у Данилова. Разбит нос. Рустем Кудайбергенов выглядит намного лучше, намного свежее. Но хочу напомнить, что Рустем хорош очень в первом раунде. Дальше ему сложнее будет. Я пытался понять, что это мне напоминает сейчас. Напоминает мне это бой между Каныбеком и Донченко. Донченко тогда тоже понапропускал, но всегда шел вперед. Каныбек грамотно контрил, в принципе, как и тут. Слушай, ну такого нокдауна там не было жесткого. Да. Прям, ну, знаешь, Разве как говорили, кровь, да, про бой Федора Емельяненко и Дэна Хендерсона, что первый удар Дэна Хендерсона Федора усыпил, а второй разбудил. И рефери все-таки не вовремя остановил его. А вот здесь вот рефери не вмешался, и мы увидели очень крутой бой. Хоть вроде бы кто-то мог бы и остановить. Смотрим сейчас статистику. В принципе, по ударам Кудайбергенов опережает, но по контролю впереди Данилов. Но незначительно. Да, водородная бомба точно есть у господина Кудайбергенова в кулаках. И он нам ее продемонстрировал. Молодой Данилов, который до этого без проблем проходил всех соперников, имеет в своем рекорде 6 побед подряд, 0 поражений, столкнулся с опытным казахским бойцом. Да, эти ребята украсят легкий вес Лиги Найза. Это точно. Ну что, начинается второй раунд. Поехали. Пытается в корпус пробить Данилов. Стены помогают Рустему. Я думаю, что 90% здесь точно болеют за него. И отличный удар с ноги по корпусу от Рустема. Ты видел, поднял ручки Данилов в сравнении с первым раундом. Уже все ближе, понимает, что высок риск хайкика. А это комбинации. Ну да, правый прямой, если бы рука была бы не поднята, то были бы проблемы. Сделать, да. К этому и готовится Иван Данилов. Его угол поработал. Хороший правый. Подбородок. И теперь Рустем еще Кудайбергену. Удар ногой. Рустем немножко замедлился. Я думаю, что ждет своего момента. Тоже хочет реализовать какую-то комбинацию. И вот немножко, да, я думаю, перегорел. Вот здесь Иван. Зачем нужна была эта вертушка, непонятно. А Рустем что-то выцеливает. Я думаю, сейчас будет хороший какой-то от него удар, либо даже целая комбинация. Так покраснением по всему телу просто. Посмотри, ребра горят у Данилова. Ну, не видно, чтобы это его останавливало и да как-то его мешало. Да, хороший, кстати, от него сейчас проходит опять правый. Вот он с таким... Ой, я сейчас теперь левый. понимаю. И сейчас еще один. Стал перебивать сейчас уже Иван. Оверхенд мимо просто. Летит от Кудайбергенова. Кудайбергенов пытается работать джемом, как-то зацепить. Непонятно, боковым ударом, ленивым. Данилов распрыгивается и наступает. Он продолжает действовать первым номером. Да, мощный Иван ответ. как будто, знаешь, почувствовал свою дистанцию, потому что сейчас он более вольготно, что ли, работает, а может, пришел в себя просто. Ой, опять хороший вот этот правый. После первой пятиминутки Данилов выглядит абсолютно по-другому. Но Рустем в долгу не остается и тоже хорошим ударом попадает по Ивану. Вот здесь хороший удар по печени. Рустема прям, мне кажется, немножко и повело. Что случилось? Пах зацепил еще. Пах зацепил и после этого вскользь просто по телу пошел. Сейчас показывают повтор. Да, мне кажется, здесь... Да. Да, вроде, да, шорты точно он поднял. Надеемся, что там есть 5 минут у Рустема, чтобы прийти в себя, но ему хватает нескольких секунд. Делают устное предупреждение Ивану, и бой продолжается. Неплохая серия, но ничего не попало. Все в защиту. Троечка. Пытается разрядиться, найти. Надо активнее работать ногами. Может попытаться замедлить Данилова. Да, вот работает лоу, и он его почувствовал, друзья. Мощное попадание. А и в это еще время, одно. да, хороший удар ногой. А в это время Жуман Жумабеков кричит: раздергивай. Кудайбергенов. Да, Кудайбергенов немножко стал прямолинейно работать. Работает вторым номером. И рассчитывает на мощь. Да, рассчитывает на мощь. Слушай, да, красиво, но не докрутил. Ну, хлесткие попадания Данилова, в том числе и по корпусу. Он второй раунд как минимум равный. Да, Данилов такой игровик, при этом умеет включаться.
пытается накидывать много всяких разных ударов. Хороший бой. Вот все, кто сегодня заплатили за билеты, пришли сегодня сюда на Алматы-арену, я думаю, что, посмотрев этот бой, они поняли, что не пожалеют. Потому что ребята, как я уже сказал, показывают высокий уровень украшения легкого веса. Бой здоровский. Ну, наверное, самый конкурентный вес в последние годы вообще во всем мире. Абсолютно. Не считая Ислама Махачева. О, колено-то какое! Колено. Данилов такой ощущение, как будто вообще не прочувствовал этот удар. Слушай, парень, который молодой, еще ни разу не пробитый. Я понимаю, но это акцентированное, мощное попадание коленом в висок. И опять. Да, лицо разбито у Данилова, но он не перестает вообще останавливаться. Гематом под правым глазом, разбит нос. Разбита губа тоже. Да. Но это бой, это сражение, друзья. Кудайбергенов, двоечка, опять отгоняет фронт-киком. Ну, Данил хорошо чувствует дистанцию, очень быстро и вовремя ее разрывает. И мы совсем забыли о борьбе. У Данилова уже получалось в первом раунде. На самом деле контроль сверху, но, видимо, решил он разобраться в стойке, потому что я думаю, что после пропущенного в первом раунде он хочет отдать должок. Ну, то колено, может быть, тоже заставляет его задуматься. Но теперь вот он как раз-таки вспомнил. Меня? Жесткий правый. Вот этот жесткий правый Кудайбергенова. Опять! Вот теперь уже с левой. Обмениваются ударами. Левый мощный, прямой. Опять он нащупывает. Постоянно заставляет. Держит Данилова в Да, в постоянном таком курсе стрессе. событий. Да. Вот пытался через какой-то фейк зайти Рустем. Не получилось. Данилов это увидел. Данилов опять вот эту вертушку свою бьет. И, по-моему, впервые она принесла хоть какой-то ущерб и какие-то дивиденды. Хороший размен. Слышит Джумана точно. Левую на левую Рустем. руку. Его угол не так активен. Да, начал наконец-то он кидать джеб, а не заряжаться на какой-то один удар. хайкик. У него хороший вот это, знаешь, рука-нога у него прям хорошо вылетает. Ой, Ой-ой-ой. неплохо Данилов попал сейчас, сбил атаку Рустема. И сейчас неплохой апперкот чуть ли не зашел. Слушай, я не знаю, второй раунд достаточно равный. Первый точно за Рустемом. Будет ли решать третий, интересно. Мне Наверное, кажется, да. все-таки он уйдет к Кудайбергенову, учитывая, что вот к экватору то, что происходило, где были акцентированы мощные попадания, то колено, та серия, да, начало у Данилова, но посмотрим мы сейчас Да, статистику. тоннажа точно больше у Рустема. Вот это колено и крепкая голова у Данилова. Что тут сказать? Ване 22 года. А все потому, что не пьет, не курит. Да, 70, Вот, кстати, по 57, ударам да. 70 на 57, Но. акцентирован 25-25. Вот я и говорю, это был очень равный раунд, но, возможно, для судей перевесил тоннаж. Потому что Кудайбергенов в каждый удар вкладывается как в последний. Ну, очень короткий перерыв, конечно. Да, но, знаешь, показательно тоже, Иван не садился, а Рустем сел. Иван стоит и уже хочет поскорее продолжать бой. А, там Кудайбергенов что-то говорит еще и Жуману. Что-то показал. Ну все, поехали. Данил опять занимает центр. Создает он спейс для себя. Хайкик. Хорошие хайкики от Рустема, на самом деле, мощное оружие. Но вот, да, пропустил при этом жесткий достаточно панч. Сейчас Кудайбергенов, сразу же после него лоу-кик. Отвечает ноги лоу-киком. И вот попытка перевода, опять колено. В защиту. Да, успел Данилов переклиться. Он знает, что как только разрывает клинч, вот этот захват, Кудайбергенов точно свое колено довставит. Я уверен, что Ивану сказали, нужно побороться, потому что это твой шанс. Но по такому бою, скорее всего, еще и досрочку нужно. И знаешь, здорово, что бойцы вообще не устали вроде как, да? Какой темп был у нас в первом раунде, такой у нас и сейчас. И это как раз отличает профессиональных бойцов. Даже Нурбек Карабала, глава лиги Найза, сейчас не может усидеть на месте. 10 минут вот такой интенсивности. И Да, да, неплохой подхват. Данилов такой показывает необычный. сверху. По корпусу. Данилову кричат сразу «бей». Не застаивайся. Он, собственно, этим сейчас и занимается. Пробивает корпус своему сопернику. Локти в ответ. Снизу Кудайбергенов тоже пытается работать.
И Иван, ползет дальше. да, немножко пытается как раз подтащить к своему углу, я думаю, своего соперника, чтобы там слышать подсказки. Пытается Кудайбергенов встать. Многие другие. Да, не получается, а вот Иван улучшает позицию и, по-моему, Нет, Кудайбергенов, да, разрывает, поднимается. Кудайбергенов его отталкивает, Данилов от себя. И Рустем продолжит биться. Теперь в стойке. Еще один проход в ногу. Посмотрим, сейчас хорошо держит баланс. Есть захват, но Кудайбергенов да, справляется. Силы немножко покинули, я думаю, Ивана. Да, и наступает теперь Кудайбергенов. Рустем тоже. Что показывает? Опять попадание в пах. Ну, не намеренный точно. Есть у Рустема 5 минут для того, чтобы восстановиться. Сейчас показывают повтор. Очень грамотно Жуман говорит: не бейся, время ведь дали, отдохни, 3 минуты осталось. Да, таким эмоциональным Жумана мы не часто видим. Ну и просит он успокоиться, Рустем. Третья пятиминутка. Для Данилова это шанс остаться, ну и одержать победу. Да, остаться непобежденным бойцом, но... Для Рустема Кудайбергенова это шанс для того, чтобы ворваться в рейтинге, побороться. Я уверен, что вот победа здесь, плюс 1 бой, и там титульный. Да? Все это вот... Но, с другой стороны, слушай, сегодня и Саралапов тоже выступил очень удачно. Согласен. Легкий вес — это классный вес, в котором действительно много вариантов, так что не думаю, что всего 1 бой. Но, в принципе, да, каждого из этих парней можно смотреть, потому что они показывают уровень на протяжении всего боя. Но это 6-7 крутых, прям по-настоящему крутых бойцов. Он попадает, условно, на 4-го, пролетает дальше. Ну, я говорю из таких селебрити, скажем так, статуса. Да, мы не будем отвлекаться. 2,5 минуты до конца этого боя. Еще одна попытка от Данилова. Опять Сейчас, вскользь. честно, я не видел ударов в пах сейчас. Ну, давайте посмотрим повтор. У Ивана удары на подъеме. Повтор даже не стали показывать. Рустем понимает, что время работает на него. Ну и Рустем может грамотно, вот так, спокойно работать. Огромный гематома под глазом у Ивана Данилова. Причем никак она его вообще не тревожит, да? Рустем играет хитро, очень действует. Да, просто уже тянет время, он услышал Жумана. И сейчас просто хочет уже осторожно добить 3-й раунд. Да, он уже понял. Одержать победу решением судей. Не знаю, что нужно сделать для того, чтобы вырубить Ивана Данилова. Да. Ну как? Как? Не, я думаю, что, слушай, Рустему уже это и не хочется делать. Он понимает, что по очкам он ведет. Оу! Да, хороший удар. И опять! Поменялись ударами. На встречных курсах раз за разом они вот так натыкаются друг на друга, на чужие кулаки. Падает Данилов! Встречный сразу же встает. Опять, это тот тайминг, да? Тот тайминг, когда ты... Это тот момент, хоть я и всегда переживаю за деньги Нурбека Карбала, когда я жалею, что нету бонуса за бой вечера. Это может дополнительно мотивировать бойцов. Данилов, ну, мне кажется, его чуть пошатывает он. Надо оставлять, я считаю, Данилова в лиге. Он пытается сейчас удар на удар обменяться, потому что вот видно, что молодой парень не хочет отдать должок. Вот он идет прям за этим нокаутом. Хороший удар в корпус от Ивана Данилова. Но руки опущены, конечно, не стоит ему столько урона принимать. Минута до конца. Кудайбергенов дальней рукой пытается там достать таким кроссом размашистым. Данилов наступает, как всегда. Но здесь досрочка навряд ли будет, хотя тут возможен любой вариант. Одно точное попадание. Нокаут! Данилов сам отвечает. И уже видно, что и покраснение на носу, и у Рустема тоже есть. Отходит, да. И работает сериями, работает попеременно на кулаках, затем добавляет с ноги. Мне кажется, здесь может быть такая 10-секундная рубка в конце. И 30 секунд Кудайбергенов с колена полетел. Теперь он идет. Зажимает Данилова. 10 секунд, зарубите. 10 секунд. И все это будет один из лучших боев сегодняшнего вечера. Кудайбергенов. Данилов просто подсказывается, уже да. нету сил. И все. Кайфовый бой. Наши аплодисменты. Молодцы ребята, показали зрелище.
Данилов хорош. Рустем тоже очень хорош. Рустем? Надеюсь, ребята укрепят дивизион легкого веса. Я, наверное, проясню твои слова, да, потому что от Кудайбергенова мы это ждали. Это экс-чемпион Алаш Прайд, что тут говорить. А Данилов приходил в статусе непобежденного. Но сколько мы таковых видели? Очень много. А тут он, во-первых, принимает вызов, во-вторых, очень достойно на него отвечает. Учитывая, что напротив находился один из элитных бойцов. И правда, 22 года, парень, скорее всего, должен оставаться здесь. Я надеюсь, что Найзан его подпишет. Ну а Кудайбергенов уже празднует победу. Вау, в стиле Джастина Кейджа. Мне всегда так страшно за ноги бойцов. Ну нужно было, Там как еще и Джастин... копье рядом. Нужно было, как Джастин Гейджи, тогда принять, да? Или бросить вызов вот этот. Да, последние 10 секунд, если бы Рустем зарубился, было бы вообще 10 из 10, а так поставим крепкую девяточку. Лучшие моменты этого боя. Но это третий раунд. Это третий раунд. А, я думал уже, да, делают Да. общий кавайт. Жаль. Лучшие моменты третьего раунда, но в третьем раунде и во втором, и в первом все было здорово. Там оба мы в кадре мелькаем с такими раскрывающимися ртами. Слушай, я больше тебе скажу, я смотрю сейчас на лица батыров, они сами в шоке. Вот эти вот громадные парни, я думаю, что они прям очень бы не хотели бы с кем-то из них остаться запертыми в этой клетке. Даже с копьем. Вот сейчас обратил внимание, и был, да, косой взгляд. 71 удар, 31 на 43 в третьем раунде. И опять это к тому, что в спорте цифры не всегда имеют вот ключевое значение. Да, контроль за Даниловым, но, боже, он два раза чуть было не потерял. Ударов тоже за ним. Да. Но если мы говорим про урон, который сейчас считают в ММА, действительно, Рустем был лучше, но хотелось бы в этом бою какую-то ничью и посмотреть его еще раз. Я бы посмотрел на реванш. көрермендер, шешімді қабылдамас бұрын тағы да жауынгерлерге қошемет көрсетейік, ағайын! Ladies and gentlemen, result of 3 rounds by decision of judges. Winner by unanimous decision. Fighter of the red corner, Rustem Khodaybergenov.